Привет! С вами KG Analytics. Мы обсуждаем важное. В этом видео мы поделимся с вами некоторыми данными. Начнем с главного – населения. По последним данным статистики, население Кыргызстана к 2021 году составляет примерно 6 миллионов 600 тысяч человек. 2 миллиона граждан Кыргызстана живут за чертой бедности. В среднем они зарабатывают от 20 до 35 тысяч сом в год. Другими словами, эти люди зарабатывают только 50 или 90 сом в день. Около 1 миллиона человек находятся в трудовой миграции, подавляющее число которых занято неквалифицированным трудом. В основном это доставка, строительство, услуги перевозок, муниципальные работы и другой низкооплачиваемый труд. 70% населения – это взрослые, а 30% составляют дети от 1 до 15 лет. Из них 1 миллион 350 тысяч учатся в школах. Это все равно, что если бы весь город Бишкек состоял из одних только школьников. 60% взрослых, или 2 миллиона 700 тысяч человек, находятся на первом уровне грамотности. Международные организации различают 3 уровня грамотности, где первый – это умение просто читать, считать и писать. Более половины взрослых не дотягивают до 2-го уровня, где нужно понимать прочитанное и уметь применять знания в деле. $80 тысяч детей не посещают школу в связи с ограниченными возможностями по здоровью и тяжелыми материальными условиями. Многие из этих детей – дети трудовых мигрантов. Международная программа по оценке образовательных достижений ПИЗа, в которой Кыргызстан участвовал в 2009 году и занял последнее 65-е место, оценила, что 83% 15-летних кыргызстанцев находятся на первом уровне грамотности. ПИЗа разделяет 6 уровней грамотности, где базовым минимальным по требованиям считается 2-й. Наш 15-летний школьник обладает такими же знаниями, что и 11-летний школьник в странах Организации экономического сотрудничества и развития. 15-летние, которых оценивали в 2009 году, сегодня достигли возраста 27 лет. Это средний возраст кыргызстанца. Хотим ли мы, чтобы наши школьники повторили их путь?